Уровень. Антонио де Куртис. Существует такой обычай. Каждый год 2 ноября ходят на кладбище навестить умерших, чтобы отдать им дань уважения. Все обязаны об этом помнить. Каждый год пунктуально в этот печальный день и я хожу туда, к мраморной, усыпанной цветами гробнице тети Винченце. В этом году, во время исполнения печального долга, со мной произошла одна история. О Боже, как вспомню, страшно становится, но в итоге оказалось, я был достаточно смел. В общем, слушайте мой рассказ. Приближалось время закрытия, и я не спеша собирался уходить, как вдруг, бросив взгляд на одно захоронение. Здесь мирно спит благородный маркиз и лорд из Ровиго и Беллоно. Храбрый герой 1000 подвигов умер 11 мая 1931 года. Герб с короной сверху, снизу крест из лампочек, 3 букета роз лентой и травные украшения. Свечи, подсвечники и 6 ламп. К могиле этого господина прилегала другая поменьше, забытая совсем без всякого цветочка. Виднелся лишь один крест. На кресту я прочитал с трудом «Эспозито Дженнаро», дворник. Глядя на эту могилу, мне стало жаль того мертвеца без единого огонька. «Это жизнь», — подумал я себе, — «кто-то многое, а кто-то совсем ничего». А этот несчастный знал, что после смерти его ждет та же бедная участь. Блуждая в своих мыслях, я внезапно осознал, что уже почти полночь, а я остался заперт на кладбище как узник, до смерти напуганный со всеми этими свечами. И вдруг, кого я вижу вдалеке, ко мне приближались 2 тени. Я подумал, как-то это странно, может, я сплю, или это моя фантазия шалит. Но вместо фантазии я лицезрела маркиза в шляпе с моноклем и тростью, а позади него виднелось что-то мерзкое и грязное с метлой в руке. Это был, естественно, Дон Дженнаро, мертвый бедняк-дворник. И после увиденного у меня возник вопрос. Возможно, покойные вышли повидаться, приблизившись ко мне вплотную. Маркиз замер, он обернулся и достаточно серьезно, но спокойно сказал Дону Дженнаро: «Молодой человек, от вас я хотел бы знать, мерзкая падаль, с каким намерением и как вы осмелились быть похороненным, какой стыд, рядом со мной, благородным аристократом. Аристократия, на то и аристократия, чтобы ее уважали, а вы переборчили. Ваше тело было погребено, да, но лучше бы на помойке. Не могу больше терпеть ваше смердящее присутствие. Поищите себе канаву среди таких же, как вы». «Господин маркиз, моей вины в этом нет. Я бы не обидел вас. Это моя жена нашудила. Ну что я мог сделать, если бы уже мертв? Если бы я был жив, я бы вас порадовал. Взял бы свой ящик с костями и незамедлительно перетащил бы его в другую яму. И чего же ты ждешь, о потрепанный негодяй, чтобы гнев мой достиг предела? Если бы я не был столь титулованным и воспитанным, я бы тебя и вовсе избил. Ну давай, покажи мне, как ты хочешь меня побить.
По правде говоря, маркиза, я вполне раздражен, и если же я потеряю терпение, то забуду, что я мертв, и сам изобью тебя. Кем же ты себя возомнила? Богом ты не видишь, что мы здесь все в одинаковом положении. Помер ты, и я тоже мертв. Мы равны. Ах, ты грязная свинья, да как ты смеешь сравнивать меня с собой? Достаточно вспомнить рождественские праздники моей жизни. Они были так прекрасны, благородны, богаты, что даже настоящие принцы мне завидовали. Да какое там Рождество, Пасха и Богоявление! О чем ты? У тебя слишком богатое воображение. Ты знаешь, что такое смерть? Это уровень. Король, магистр, великий человек, переступив через эти ворота, ставит точку, потому что потеряно все. И жизнь, и даже имя. Ты еще этого не осознал. Так что послушай меня и не сопротивляйся. Потерпите меня. Какая тебе разница? Это живые люди могут вести себя, как шуты. А мы-то серьезные. Мы принадлежим смерти.